Ежегодно в Кыргызстан проникает огромный поток контрабанды. Вряд ли таким образом ввезенный товар подвергается лабораторным исследованиям. Соответственно, ни о какой гарантии качества и безопасности речи не идет. А это прямая угроза здоровью и даже жизни граждан. Пугает, каких масштабов достигает контрабанда. Чаще всего никаких условий при перевозке не соблюдается. А теперь представьте, что происходит с продуктами питания и лекарственными препаратами. Этот груз был задержан в Баткене. В страну контрабандой пытались ввести антибиотик левофлоксацин. Его принимают строго по назначению врача. Никаких разрешающих документов на провоз у водителя спринтера, конечно же, не было. Однако некачественные препараты, а также бесконтрольное их применение может привести к печальным последствиям. Высыпания могут быть. Даже анафилактический шок может вызвать нерациональное использование антибиотиков или некачественные препараты. Это опасно. Даже от одного укола люди погибают. Помимо контрафакта в ход также идут препараты с истекшим сроком годности. Подобный случай выявлен в больнице Кызылкийин. Там пациентов лечили просроченными медикаментами. Факт зарегистрирован в психонаркологическом отделении Центра общей врачебной практики Кызылкийин. А сколько случаев применения непригодных лекарственных препаратов остается нераскрытыми? На черном рынке фармацевтики у вас не спросят назначение врача, да и цена признается покупателей ниже. Вряд ли разница составит сотни или тысячи сомов, но разница в качестве лекарства может сказаться на здоровье, а при отсутствии кассового чека пожаловаться и доказать что-либо не получится. Потому медики призывают приобретать медикаменты в аптеках, которые проходят проверку на качество и регистрацию. Мы, получается, проводим испытания по физико-химической и микробиологической части, которые поступают на оценку качества и на регистрацию. Получается, проводится контроль качества всех официально завезенных препаратов. Лекарства с рук попадают к реализаторам, как правило, контрабандным путем, а значит, могут быть уже испорченными. За последние 20-30 лет наша республика превратилась в страну, которая завозит просроченные товары и распродает их по низкой цене. Они завозят продукцию ночью и пересекают границу без всяких сертификатов. Сейчас мы наводим порядок. Почему увеличивается число болеющих раком, сахарным диабетом, детей гипертоников? Это все во многом зависит от приема некачественных продуктов. В республике от 30 до 40% лекарств контрабанда. Государство отныне намерено отслеживать перемещение и реализацию товаров. Предприниматели обязаны использовать электронные товаротранспортные накладные и ЭСФ. Налоговая служба предупреждает, в случае выявления фактов ввоза товаров без соответствующих разрешительных документов конфискован будет не только ввозимый товар, но и транспортное средство. По-другому контрабандисты не понимают. Незаконный ввоз товаров приносит пользу лишь узкому кругу людей, а ущерб госбюджету и экономике страны исчисляется миллиардами сомов, не говоря уже об ущербе здоровью людей.